приветствовать. Действительно, раздумывая о том, какая тема была бы здесь очень интересной, я увидел вот вчера и позавчера, когда мы работали, разговаривали, то есть достаточно большой интерес к вопросам, значит, экологии, сохранения жизни. Вот. И в этой связи показалось очень важным рассказать о том, какие большие глобальные изменения происходят в мире, вот, в частности в области, значит, экологического, вот, изменения экологического мировоззрения и политических процессов, связанных с этим. Вот. Мне кажется, что связь вот, высокого философского подхода, да, или философского мировоззрения и вопросов глобальной экологии на сегодняшний день еще недостаточно раскрыта. То есть есть какие-то ключевые моменты, на которых я хочу остановиться, и призываю вас вместе подумать об этом. То есть, с одной стороны, это как бы формальная дискуссия о том, что вот вроде бы был на саммите, но я надеюсь, что у меня получится раскрыть все ключевые проблемы именно с точки зрения такого, скажем, философско-социального, социологического анализа того, что там происходило, и тех дискурсов, которые разворачивались. Вот. Ну, для начала, значит, можно? Вот, я хочу... Вот, значит, как бы некоторым преамбулой или вот, введением в свой, значит, доклад я хотел бы, значит, начать с слов моего покойного, к сожалению, учителя Аарона Абрамовича Брудного, который в одной из своих статей, ну, вернее, это даже такое как бы философско-публицистическое эссе, да, в котором он, один из героев, дает определение смысла жизни. И мне кажется, что для вот, экологического восприятия, мировоззрения, это определение жизни достаточно интересно, то есть смысла жизни. И, значит, смысл жизни в том, чтобы она продолжалась. Мне кажется, это очень критический момент для всего сегодняшнего вот, человечества, то есть вызов, перед которым мы стоим, связан с тем, что сама форма существования, в которой мы находимся, стоит под вопросом. Да? То есть мы видим это и через изменение климата, и через вот, вчера замечательно, когда изучали доклады о чистоте воды, о чистоте природы, о духовных вот, вопросах, связанных с атмосферогенезом. То есть все это, с одной стороны, вселяет надежду, а с другой стороны, показывает проблему точки перехода, что будем ли мы жить в том виде, который есть, или не будем. И вот с этим как раз связано, как мы видим, центр экологического мировоззрения или центр экологического сознания, с тем, чтобы оно должно строиться вокруг возможности жизни осуществляться в той форме белковых тел, которой мы с вами являемся. Вот. Теперь я хочу начать, приглашая вас уже, Игорь Иванович, можно? Приглашаю вас, значит, в Рио-де-Жанейро, вот, чтобы вы увидели, значит, этот вот, город, вот несколько, значит, фотографий. Вот это те замечательные карковада, которые, как их говорят, вот Христос Спаситель, то есть огромная совершенно статуя. Видите, я поставил ее рядом с вертолетом, и видно, какая она большая. Да? И вот обратите внимание, то есть, как бы, что на втором слайде это видно, что какой-то огромный мегаполис. Вот это, значит, так называемые сахарные головы, на которых тоже вот можно увидеть, значит, как одна из замечательностей Бразилии. То есть для меня это очень знаково, что здесь, в Афинах, на философском форуме, Всемирном философском форуме, можно говорить о другом форуме всемирном, это вот экологическом. Значит, можно еще, то есть у меня презентация из таких фотографий и каких-то содержательных моментов. Ну вот фотографии, просто чтобы вы видели о том, как, значит, это все проходило. Это вот огромный, значит, дом, значит, нации, то есть они специально построили такой, как бы, огромные павильоны, где проходит вот вся это, значит, мероприятие, то есть вы можете увидеть. Но вот интересно, что это фактически базовое было, значит, заседание, да, то есть это вот еще, значит, фотографии, которые показывают о том, как все это происходило. Вот теперь, Григорий, теперь подождем. Значит, теперь я, значит, как бы мы с вами видели, как люди об этом разговаривают, как там, значит, все происходит. Было, значит, много очень людей, сейчас я скажу сколько. Вот, но теперь я хочу, как бы, чтобы мы
более четко понимали, почему я решился говорить об этом на Всемирном философском форуме, я хочу сказать, что есть некие ключевые идеи, вокруг которых вообще строилась вся эта деятельность. Да? Вот. И из них я попытался выделить в виде нескольких топовых тем или слайдов, и дальше мы, я надеюсь, про них поговорим. Первое, самое большое и сложное изменение, с которым мы сталкиваемся, и про него здесь уже вчера говорили, это, конечно, изменение климата. Вот эта замечательная модель показывает о том, что... Иванович, пойдем к следующему. Изменение климата, эта замечательная модель показывает соотношение между... стрелочек плохо видно, но каждая из этих кружков соединена с системой прямых и обратных связей. С тем, что человечество сегодня таким при том типе развития, который есть, поставило под угрозу само существование того типа климата, который, собственно говоря, нас с вами и произвел. Я не буду сейчас здесь останавливаться на дискуссии, есть ли изменение климата или нет. То есть дело в том, что на последнем заседании в Канкуне было принято политическое решение, 192 страны в мире договорились о том, что изменение климата есть в неблагоприятную сторону, и последние 20-30 лет оно происходит в связи с антропогенным фактором. То есть поэтому, поскольку это люди, а люди это сознание, а сознание это напрямую является объектом изучения философии, мне кажется, что это очень важно проговорить здесь, что наша деятельность, то есть деятельность того сознания, которое сегодня есть, которое противостоит, скажем так, природному, оно сознание культурно, во многом, то есть она привела к тем последствиям, которые здесь можете видеть на слайде. Можно будет более подробно остановиться, каждый из этих элементов очень сложный, но я хотел показать ту глобальную взаимосвязь внутри развития человеческого общества. Давайте дальше. Это первый топ, который обсуждался и о котором стоит разговаривать в рамках глобального саммита. Второй топ, и он очень тоже важный, и здесь затрагивался эти же вопросы, так или иначе связанные с мировоззрением, цивилизацией и гражданством, это то, что сегодня люди на Земле не равны. Эта модель показывает глобального неравенства. Так называемая карта аноморфозов, аноморфозус. То есть того, что одни страны, то есть это на этой модели представлено некоторое визуальное воплощение различия в уровне потребления между разными странами. То есть, и вы посмотрите, пожалуйста, что рост национальных продуктов, даже в 96 году, сейчас еще больше это неравенство стало. То есть, посмотрите, практически огромная Северная Америка, огромная Япония, которая сама по себе, то есть если вспомните географическую карту, очень маленькая, вздутая Европа, практически нет Советского Союза, практически нет Африки, практически нет Австралии. Вы обратите внимание, то есть целые континенты с точки зрения перепотребления находятся в некотором другом состоянии. И это базовый вопрос, что мы не равны. Да, мы давно знаем, что мы не равны, но одно дело гуманитарное и социальное неравенство, другое дело неравенство в потоках потребления. Оно очень сильно, то есть одни страны хорошо живут за счет того, что другие страны живут не очень хорошо. И в этом смысле есть неравенство в распределении ресурсов. Это именно потребление. Это именно, да, это рост национальных продуктов. Мы взяли просто рост валовый национальный продукт, и вы видите, какая огромная разница. Да, я хотел спросить. Просто она очень показательна. Maybe I will translate during. I think better if I one part and I translate this. How do you think it's? Ты сначала. Или все мне рассказать? Россия это маленькая братья. Нет, это сначала, что ты скажи, что это, ты все это по-русски, а по-английски. Я тогда весь кусок расскажу. Да, давай. Давайте еще раз слайды сначала пройдем, я по-русски расскажу. I just for English people I talk in English because I think it's more understandable. If not for whole presentation, after that I will do it not then, but for some part of the presentation. Okay. Firstly, I welcome you. I welcome you to the
Давайте в Rio. Да, I welcome you to the Rio, and in this year, 2012, was Earth Summit, when the whole representative on the very high level of the government talking about the ecological problem. As you know, first summit was in 1992, and this is the third Earth Summit. And we involved in this process and talking about the, some issues of environmental and for me, why I'm talking this about this in this forum, it's very important because first of all, human activities change nature, and human activities do a lot of troubles for nature, and we should think in how we can change these activities. And first of all, we should change mind and our consciousness. That's why it's important if we're talking about this and during this our conference. But our forum, I mean. But next slide, please. But you can see how it happened. Whole delegates in the this hall. It's unimaginable big conference hall, and the Rio government, how the Brazilian government did it, and it was translation for 5 UN languages, and it's very important because people should understand each other, and a whole delegation has a presentation, and here you can see the, some side events, but just fulfilling of spirit of this conference. Okay, but more important for me, it's the next some part of slides. It's that key ideas, key points when we talking about this in the conference, and around these points, around these key ideas, whole thinking whole environmental society. That's why I think it's important that we talk about this and think about this. First of all, it's climate change, and you can see in this picture this very connectable system, and this is different part. First of all, it's human activities. Second one, it's the process of the climate change. But the blue one is some climate influences, and third one is whole challenges. What red one for activities. And you can see that climate change is not the one process; it's very connectable system. And this connects with our technical activities, like our colleagues talking yesterday about noosphere genese. Why it was very interesting for me, because the same picture we can see in other point of view on the other side, but we can see here social, technical, and no, here not this noosphere, but not idiogenes, but deep of this system stays our understanding of idiogenesis. Let's jump to that. Okay, this next key points, next discussion was in the big summit, which was around the global inequality, yes? Inequality, yes, global inequality. Yes, that equality. Equality, yes. Sorry for, because thinking two languages is not easy. But in this map, you can see the growth of GDP, and this you can imagine that different countries are very inequality for this GDP. For example, you can see the North America and Japanese, and if you see the real map,
you can imagine how it's small America or Europe, and how it's used for the GDP products and for the consumption. And this is was one other climate change, and other one is these key points. What is environmental equality? If we live just in one planet, and for different research, if we stay in this line of development, if we stay in this type of growth of GDP and consumption, we need more than 300 planets like we have today. It's unimaginable, we have just one. And that's why we should negotiate about this. We, I mean, the whole humanity and governments, we should negotiate how many, how we should develop and what is the way. Okay, let's go jump to the next step. Here is, for Russian people I think it's understandable, but it's very easy. What is here? It's energy efficiency in the Eastern Europe, energy efficient and energy using in the Eastern Europe and Central Asia. And you can see this is new countries of the Europe and Central Asia. It's they develop, and it's good that some energy using down, but it's today unfortunately it's a very high level. And Europe, you can see the blue one is the very highest in other countries. It's research for the UNIDO, it's UN branches, and what we can see for during the 20 years, economy, energy using of different types of economy down, but unfortunately it's not down enough for how that say safety for nature. We use a lot of energy. We up and now we should down slowly. And this is important that some countries has make investigation for the clean technologies, but it's not enough for home countries, and this type of development are grow up. На русском скажу, коллеги, значит, что здесь интересного на этом слайде? Значит, то, что вы видите о том, что, значит, энергопотребление вот вроде бы полосы, значит, сползает, да, то есть как бы энергопотребление энергоресурсов ниже, но тем не менее вот эта вот синяя линия европейская, она наиболее все равно выше, чем все остальное. Они снижают свое энергопотребление, но оно тем не менее не достигает того уровня, когда природные экосистемы были бы в сохранности. То есть еще надо много-много раз снижать. Это один из важных выводов. И что да, у нас есть некоторый прогресс в снижении энергоемкости экономик, но как бы общего снижения еще пока не наблюдается. То есть мы понимаем, что надо делать, но не достигли этой величины. Вот. И, соответственно, этим надо делать. Вот. И вот мы хотим вам показать, что вот последняя диаграмма, что значит, доллар этого, GDP, или валового национального продукта, значит, страна все еще требует большого расхода энергии, чем в других странах. То есть, смотрите, что здесь важно понять? Чем страна не развитие, тем больше она потребляет энергии на единицу своего продукта. Чем страна развития, она потребляет меньше энергии, но производит больше продуктов, колоссальное количество ненужных, извините, ну, замечательных, наверное, вещей, но не совсем нужных для выживания. И за счет того, что ресурсы одни, вот равенства в этих, значит, процессах нет. Здесь это можно увидеть. И это, значит, исследование ЮНИДО, это одно из подразделений ООН. То есть, вот, я просто взял некоторые показатели глобальные, потому что сами глобальные, у нас Всемирный форум, нам надо видеть глобальные тренды. Давайте дальше. This is next step. Как сформулировать? Justice, it's a very important part of sustainable development.
is the next discussion, and it's very connectable for the philosophical discussion, because we should make not just life, but we should thinking about the quality of life. And different countries has a different process about this. And we can see that this graphic, in the blue white is the problem, and this is it's the unequality for income. And you can see if in countries very big gap between people who live in good and who live in bad, a lot of troubles, not just for social division, but for environmental too. And this is we should understand. Вот, значит, коллеги, что очень важно, что был запущен новый дискурс. Раньше дискурс социальный и дискурс, скажем так, устойчивого развития, экологический дискурс очень слабо пересекались между собой. Сейчас вот, как бы они, вот именно этот тренд можно видеть в глобальном саммите, они начали соединяться. Это можно увидеть через то, что были, значит, обычно ведущую роль в этой, скажем так, практиках жизни играли государства. И только на них обращали внимание. Но государство в силу своей специфики, вы помните, что есть два определения, значит, государства фактически сделаны одновременно. То есть вот у нас, я хочу сказать про русскую философскую мысль, и с одной стороны это определение государства, взятое Лениным, ну, к нам протранслированное, о том, что это есть механизм, значит, эксплуатации. Да? И с другой стороны есть русский философ Соловьев, практически, его даже зовут также, да, звали Владимир, да, и он говорит о том, что государство это есть мера или как бы механизм человеческого сострадания. Понимаете, насколько разные позиции можно относить к государству? То есть аппарат управления давления, который, значит, держит неравенство, или аппарат сострадания. И мы видим постоянно внутри наших обществ, мы видим постоянную борьбу между тем, что либеральной экономикой и тем, что надо двигаться в вот, усиление, скажем так, развития предпринимательского класса, экономических различных институтов и так далее. И, например, пенсиями и школьным образованием. Потому что забота о инвалидах, забота о пенсионерах, забота о значит, людях, то есть растущих, да, будущем поколении, это вопрос не только национального продукта, но и вопрос сострадания. И поэтому вопрос, что внутри вот, государственной системы всегда присутствуют оба этих ну, как бы, начинания или обе эти философемы. Вот, вопрос в том, что какую из философем выбирают наши политики. I want to say about the two thinking about the government and what is the aim of the of government. First of all, it's Vladimir Lenin. He thinks that is the government is a mechanism of manipulation of the for people for some. For this, create this unequality in the society. А как у нас страдание будет? Кто знает, как страдание будет по-английски? Никто не знает. And on the other hand, it's other government understanding of Vladimir Solovyov. It's a Russian philosopher. He lived in that. The same time as Lenin, but he said that is забота, например, забота, помним? Purity. Purity. Yes, the government is a system of purity of people that which help for pure. Okay, that's sorry because it's not easy to translate in English, and but that you see one hand. High class push to the down class for the growing of GDP or something like that, economical growth, and this is government machinery help for them. On the other hand, it's pure about the indigenous people or
Compassion. Compassion, yeah, okay. The system of compassion, yes? Okay, and on other hand, we can see when how government can make a social protection system, because it's other position, and thinking about the old people, about some people with troubles and other things, how that with who is included of the society, and this is two different points. And at past, these two discussion, I mean environmental discussion about the ecological resources and about water, quality of water, and I don't know, earth, ice, and air, and other things. It was in different side of this social discussion. What is was very important this topic in this forum, that these two of this discourse be in common understanding, and we said social development and environmental development. It's one. How that we should think like about one thing, not different thing, but one thing. And this is important to show this position for you. Okay, let's we. Вот. Ну и здесь мы можем увидеть, что социальные проблемы и проблемы здравоохранения усугубляются в более неравенстве общества. Чем общество более неравенство, чем разрыв между самыми бедными и самыми богатыми выше, тем больше социальных проблем. Вот мы можем, but for English talking people it's easy to understand, because it's in the different society when the gaps between rich and not rich, these are poor people, yes, if these gaps are big, it's a lot of social troubles. And when this equilibrium between these two positions of society would, this better social life and smaller level of social problems. Вот. И по каким параметрам смотрят? Это детская смертность, продолжительность жизни, грамотность и самоубийство, количество заключенных. То есть, в принципе, все эти параметры учтены в индексе так называемого человеческого развития. Вот. Я тоже хочу на это обратить внимание, что ЮН и Всемирный банк и все международные институции стали смотреть на два разных уровня вот этих индексов. То есть индекс природного развития, индекс человеческого развития сейчас начинает соединяться и думать как в единой системе. Two different index of human development index and index, maybe you know, sustainable development human resources index for UN and World Bank using it, but UN system deeply use this index, and index of the quality of nature of environment. It's now it's one common system, and government ready to think in this way, and we deeply happy about this. Okay, so that's next. Вот, вы мне много еще. Подержите уже. Я два языка говорю. Значит, коллеги, что самое интересное, на чем я хочу обратить ваше внимание, это подход к той системе, о которой сейчас заговорили вновь. Это вопрос о живых экосистемах, о естественных экосистемах. Вопрос в том, что именно это было поднято и на вопросах, связанных с дискурсом об изменении климата, и на других социально-экологических дискуссиях о том, что же составляет сегодня фундамент для нашей жизни. И на самом деле мы можем уже дать ответ. У нас есть ответ на этот вопрос, что для меня чрезвычайно важно. Когда я начинал еще около 15-17 лет назад работать только в экологической сфере, мы чаще говорили о качестве воздуха, качестве воды, там каких-то локальных проблемах, но никак не могли понять, о чем же действительно надо говорить. А сегодня я уже с высоты этого форума и рассказа вам о саммите Земли могу говорить о том, что базовым уровнем, вокруг которого строится может строиться вся экологическая парадигма, и в том числе
отношение человека к природным и естественным экосистемам является понимание того, что именно жизнь, то есть естественные экосистемы сегодня создают такие условия, в которых возможна наша с вами жизнь. То есть если мы сравним, например, Марс, Юпитер, Венеру и или давайте Марс и Венеру, наиболее ближайшие планеты к нам, то мы увидим, что там условия на этих планетах, это исследование НАСА, были связаны с этим, что они резко отличаются от наших. По каким параметрам? Они находятся в некотором термодинамическом равновесии. Вот. Проблема в том, что именно на Земле и состав атмосферы, и наличие воды, и наличие других природных условий, которые, собственно говоря, составляют наш климат, находятся в постоянном неравновесном состоянии. Здесь уже сам Бог велел нам говорить о синергетике, о том, этих неравновесных процессах, да, и стали искать, а какая же система задает вот это неравновесие, что же позволяет быть такому неравновесному климату на Земле, да, то есть вообще. И есть ответ. Сегодня говорят, что только естественные, далекие от антропогенного стресса экосистемы являются тем механизмом, который поддерживает жизнь и условия для жизни. На этом слайде вы можете это увидеть за счет того, что здесь показаны 3 типа экосистем. Что экосистема разрушенная, которая только разрушает, она разрушает всю природу. Другая, это растущая экосистема, которая использует энергию для себя и не выполняет экосистемные функции для всех. А мы являемся на самом деле потребителями этих экосистемных функций. Мы живем именно за счет этого. Да, это, несмотря на то, что это школьный курс, как-то чем выше человек становится по своей социальной лестнице, тем больше он забывает про это. И есть 3-й тип экосистем. Это естественные развитые, естественные, далекие от стресса экосистемы, которые могут поддерживать равновесие. Они поддерживают равновесие в виде того, что создают атмосферу, того, что чистят воду, и справляется, практически здоровая экосистема может справиться практически со всеми изменениями в окружающей среде. Для нас это предельно важно, что, значит, соответственно, дискурс о том, что как сохранить природу нормально, как сохранить Землю, перетекает в дискурс о том, что мы должны сохранить определенный процент этих самых естественных экосистем. Более того, сегодня известно количество этих экосистем. Мы знаем, то есть есть расчеты, я не буду приводить, кому интересно будет, могу показать это фундаментально, 10, 30, 60 соотношение, которое нужно. 10% антропогенные экосистемы, 30% это, не антропогенные, а антропогенные, как наши территории, города, села, то есть где мы с вами живем, то есть антропогенно-стрессовые системы, 30% это территории, занятые под естественные экосистемы, под искусственные экосистемы, имеется в виду поля, сады и так далее. То есть у нас, у экологов есть такой термин forest is not plantation, да, то есть что плантация, она отличается от леса. И 60% должно сохраняться тех экосистем, которые работают как тот самый механизм поддержки естественного состояния на Земле. 10, 30, 60, запомните этот процент. Смотрите, 1974 год. Экологи, практически в это же время появляются вопросы, связанные, то есть идет доклад, знаменитые доклады о пределах роста, идут знаменитые, все эти акции выступающие экологические. Именно в это время, ученые подсчитывают, то есть именно те, кто занимается естественными экосистемами, говорят, да, где-то в районе 70-х годов человечество разрушило 60% естественных экосистем. То есть мы перешли эту границу. И фактически сейчас вся биосфера на Земле поддерживается уравнением, которым работает океан. То есть мы воздушные экосистемы разрушили. Экосистемы океанические еще пока в нормальном состоянии. И в этом смысле вы понимаете, как опасен был этот самый British Petroleum, который жалкая система. I just talking about the key understanding of mechanism which create conditions for life. Very important mechanism which create conditions for life is the real, deep, real ecosystem. In this picture you can see the 3 types of this ecosystem. That first of all is the catching and dying ecosystem, and around this ecosystem, first of all, they can make just the death, not any life. Second one is the development ecosystem. That they use whole
informational and energetic resources just for develop themselves and not change quality of nature and quality around of this ecosystem, that use everything for themselves. This is important, but not enough for us. For us, I mean for humanity, very important just third type of ecosystem, this real deep ecosystem, which whole cycle of energy and resources stay in the special, how is it, dynamic equilibrium. And this ecosystem, it's real forest, real meadow, not which we make like a plantation, but real forest. They can use some resources for what? For support conditions of life. What does it mean? This real ecosystem can make a clean water. They using for use resources for cleaning air and other things. This is very important. What we should do? We should protect some part of ecosystem. And now we know the figures of this. What is the figures? How much and how many of ecosystem, and I don't know how much or how many, but it's how much? Okay, how much of ecosystem we should protect? 10, 30, and 60. 10 is anthropogenic. It's our cities, villages, and something like that. Territory. It's just coefficient for territory. 30, it's can be an anthropogenic ecosystem, like our plantation which we're eating and growing something. And 60 should be 60% of ecosystem should be stay in the unbroken existing. That it's a wild ecosystem. It's very important. And what happened in around the 1917th, the last ages, last centuries, what happened? In this time, broke around the 60% of Earth's ecosystem in the Earth. But now we're living just for because ocean ecosystem supports the climate and the system. If we will drop this system, unfortunately, no life. No, please. Okay. Next, please. Вот на этом я, извините, что так долго установил отношения. Значит, здесь просто вы можете прочитать на русском, не буду сильно останавливаться, да, что жизнь, значит, это явление не типичное для космоса. Но я поставил это именно, Борис, именно благодаря вашему выступлению, потому что эта работа у Эмиля Джапаровича Шукурова была навеяна именно прочиткой совместной вот Вернадского. Вернадский, как раз русский философ, про которого здесь уже говорилось, показал, что жизнь не появляется в виде вида. Жизнь появилась в виде экосистемы. Четко это совершенно написано в его работах. Сначала должны были появиться биогеоценозы. То есть мы сразу появились в неком сообществе. Коллеги, это другой философский подход. Я появляется как единица, а жизнь появляется как многообразие. И в этом есть базовое противоречие. Я хочу, чтобы мы об этом с вами поговорили. Я не буду про это говорить на английском. То есть, я думаю, что нам надо задуматься об этом вот по-русски. Поэтому я дал вот это представление, чтобы мы поговорили о Вернадском. We just talking about this, about some very famous scientist of Russian scientist, it's Vernadsky, and in his speech our colleagues talk about this, and he said that what is important? One species, they can exist alone. We can see these I don't know, dogs, these cats, and this we can divide it. It's look like existence of our ego because we just one. But Vernadsky said that ecosystem it's not one. It's a common system, and in the beginning, life create not in the one-to-one. It's create like a special system of different species. It's very important. That's why we should protect this common understanding of this equality. And quality of life is quality of diversity. This is very important, not just because usual human beings try to think about the one.
But in the reality, we should speaking about diversity, and this is very important. Whole important things here, which we're talking here, it's how we can make this diversity and how we can live in this diversity world. Well, now you can see the new model of sustainable development. Usual model of sustainable development is equal three circles. One circle is social, other one is economics, and other it's social economics and natural ecosystem. But we try to create a new model which show us how it's exists in reality. In the base of these things, you can see the foundation of everything is the real ecosystem. You can see this in the pictures. Up there, this anthropogenic ecosystems, which we said that some plantation which we have created. But just in the top, but in this foundation, this fundament, we can see culture and economy. You can see different human cultures, and we can use metaphor of Marx, that economy is like a ghost, of the, not a spirit, but a ghost which go in the Europe in the world. But we can see economy is very, very, of course they diverse, but they not diverse in the baseline of them. But culture and ecosystem, this is real diversity. That's why we should understand from this system, we should understand this is very important, support culture and support this real ecosystem, and create some conditions for protect the culture and protect ecosystem, because these two things are deeply, I don't know how, digestible. Yes? Yes. Окей, can I speak Russian? Коллеги, значит, здесь очень важно понять, что мы создали модель, обычная модель, это социум, устойчивое развитие, социум, экология и, значит, ну, или культура там, да, и, значит, природные экосистемы как бы в равной степени положены между собой. Мы показали некоторую структурную модель, где мы говорим, что базой всего, основой всего является естественная экосистема, а уже, значит, над ними настраиваются экосистемы искусственные, парки, поля и так далее, как мы говорим, с которых мы, собственно говоря, мы размыкаем цикл жизни и потребляем энергию из этих экосистем. И именно над этим настраивается культура и экономика, она пользуется этими ресурсами для себя. Да, то есть, как бы, поэтому мы хотим, я хочу обратить ваше внимание на вот цветовую гамму здесь, которая, то есть, смотрите, значит, разнообразная жизнь, монообразные антропогенные экосистемы, монообразная экономика. Культура и естественные, значит, экосистемы — это те вещи, которые мы должны поддерживать именно в силу того, что они разнообразны и они создают новые вариации для жизни, как таковые условия для жизни. Я хочу, чтобы мы обратили на это внимание. И я говорил это и на саммите, выступая, и говорил вот говорю здесь, и надеюсь, что мы пронесем это как реальность. Дальше просто как бы картинки, я думаю, что я уже практически заканчиваю, но просто увидеть еще, может быть, как бы какие-то вещи. Давайте уже дальше. Вот, here you can see just Rio Plus 20. It's one of the biggest history, значит, events in the history. Коллеги, давайте я по-английски проговорю, на русском там все написано. Нормально же такое, да, чтобы время не тратить? Да, что 188 стран, да, и in this around 45,000 people was in the Rio, and 188 delegation from whole world coming to this summit and talking about this system, this approaches, this discourse which I talking before. This is, you can see, just our Kyrgyz delegation, just for understanding that we was in this summit and talking about this next. Okay, but what I want to say for you that it's not just a point. It's not just one event. It's a system of different events, step by step. It's a continuation process, and I think we can jump to this process and put our understanding, our philosophical understanding for world, environmentalist, government, and other people who make the decisions, because we should help them to understand this our philosophical attitude in mind.
Я говорю о том, что, значит, мы все-таки с вами являемся, вот, извините, Игорь Иванович, мы собрались здесь не почему, вот, с точки зрения Мамардашвили, что это есть некоторая реализация нашей свободы. Собравшись здесь, да, вот в Греции, разговаривая о философских вещах, мы представим собой некоторую ячейку гражданского общества. Мы хотим сделать мир лучше. И вот я хочу показать, что на самом деле этот процесс, что вот и Рио, и наши форумы, это процессуальные вещи. Это не факты, извините, опять же я скажу словами Мамардашвили, а акты. Да, то есть это процесс, акт. И вот соотношение этих актов, мне кажется, предельно важным является действием, когда философы говорят управленцам, говорят даже тем же научным работникам, которые живут вот, в узких своих темах, говорят о том, что какие изменения являются приоритетными, на что стоит обратить внимание. То есть мне кажется, что это одна из базовых задач наших вот, разговоров. Давайте дальше. Еще дальше. Look, I just want to think about some discussion which was in the forum. You can see what is important that you can put in, write these websites, because it's very important. I think it's around the philosophical discussions. It's called Dialogues of Rio. You can see this in the internet, but everything in the internet now. But this website, you can see this in reality. It's in English. It's easy to understand. And about what talking? Dialogues of Rio. It's very important philosophical. No, it's not real philosophical, but sometimes they should think like in this frame, in this attitude, because, for example, the economy is an устойчивое развитие. What is water, forest, unemployment and migration? About this thinking, talking in this forum, and some ideas. You can see gaps in these ideas. What they understand good, what they understand bad. Я хотел обратить ваше внимание на то, что одним из самых интересных, с моей точки зрения, вот, для философского форума был вопросы, связанные с вот этими диалогами в Рио. То есть, когда различные, ну, скажем так, профессора, да, или, ну, как бы, люди, которые что-то сделали хорошее и умное для, вот, в той или иной сфере, именно, ну, вот, соответственно, этим диалогами, например, там, защитили какие-то воды, создали какие-то системы универсального там использования воды, да, то есть чтобы лучше они садились и разговаривали между собой о том, как это может выглядеть в глобальном уровне. Я предлагаю всем вот посмотреть эти диалоги Рио, и поэтому я здесь положил этот сайт. Для чего? Для того, чтобы увидеть, может быть, где-то недостаточно есть философского осмысления. И здесь мы можем включиться и дать свою деятельность. Ну вот вы видите, устойчивая энергетика, леса, вода, еда, океан, сокращение бедности. Города, очень интересная полносессия, города просто потрясающие. Как должны жить люди в этих страшных городах и агломерациях или как-то по-другому? А я считаю, что это вопрос философский. То есть, как в этом смысле, какую ситуацию им предложить, да, то есть, что лучше. Более того, не только философский, но даже вопрос этики, да, то есть, или вопрос ценностей, уже аксиологические вопросы, какую аксиологию положить, какую парадигму аксиологии положить за этими дискуссиями. Если мы это с вами видим, я считаю, что мы можем вложить очень большой вклад. Давайте дальше. Вот. Уже это тоже вот какие вопросы, это все диалоги, то есть их видите, как много было. It's other dialogues, and I think we should see where is the gaps between our understanding and I mean our the top level of understanding, because in my opinion philosophical understanding and philosophical consciousness and the point of view is the top of the human understanding, and maybe we can see some gaps and troubles when in the discussion, for example, about the city and about the, some style of life. What kind of style of life we recommend for people? I mean, we like a philosophers. What is how we talk in this? What is the citizenship? What is how we can think about the globalization? This is a big challenge for us, and I think it's important if we, like a philosophers, see how do they talking about this. It's easy for English spoke people. I talked about this. It wasn't for Russian people because whole dialogues was in English. But it's understandable, and I think we can make a new, no, I don't know, maybe sometimes new frame, or sometimes we can connect those gaps and answer for these challenges.
it's in the end of my talking, but it's very interesting what about the initiative. It's the special mechanism which create after the Rio Plus 20 was that some countries or societies or I don't know group of people can make special obligation. Yeah, can make a special obligation for them and said we will do this because we understand this frame and we will do this. And you can see that and this is my analysis for different 745 obligations which can absolutely free the people on government or scientists or other actors took and said we will do this. And very big is education for sustainable development. That's why I think we can jump to this process too, because philosophers should think about this. And we're talking with Igor Ivanovich that it's very important that education for sustainable development, it's not just education for scientists or for this area. It's very important that ecological education, sustainable development education should be part of the civic education. And this is that's why I think we can give this understanding and attitude for people. No. Next one is sustainable energy, green. How's it? Working places, social integration, biodiversity, climate change, 13, sustainable development of the cities, the strategy of and policy of sustainable development, safety foods. Gender equality you can find. 4 is the challenges, and 2 is the chemical disasters, and mountains the one obligations. No, it's very understandable. You can see this picture and what people ready to do in the world. In this, everybody want to do some good things in sustainable education. I think we can do something in that area too. Коллеги, я просто сказать, что образование для устойчивого развития, то есть вот эти все системы, это они, значит, страны взяли на себя добровольные обязательства. И наиболее сильные обязательства именно в области значит, для устойчивого развития. Мне кажется, что сюда мы можем каким-то образом тоже включиться и поговорить об этом. Вот, мы разговаривали с Игорем Ивановичем, и мне кажется, что это очень сильная мысль, и ее надо как-то продвигать и думать, что сегодня часть образования для устойчивого развития или экологического образования, как мы говорим, там есть нюанс, но тем не менее не должна центрироваться только на таком природоисследовательском или научном подходе, а очень важно, чтобы она стала частью образования гуманитарного, да, то есть образования гражданского, да, цивик, да, то есть гражданского, да, я говорю гражданского, то есть в этом смысле надо двигаться в эту сторону, то есть у философов и у граждановедов должны появиться эти моменты, нельзя отдавать это только на откуп науки. Ну, давайте посмотрим. Я уже проверил, что это вот. И I just want to show you other the pictures, different actions. Давайте мы просто посмотрим акции. I just describe you this. For example, why it's important? Because through these pictures, through this action, you can understand what is the pain of the society. Why we can see some action here in the Greece. But a lot of people doing a lot of special activities in the this summit. And for example, here, first of all, I just described to you a story about the women. It's very important that women said, hear our voice. We can involve in the process of the decision maker for the resources, sustainable using of resources or something like that. This is important for us. And other one, you can say this women's, yes. And third one is a very bad story which happened in Fukushima, in Japanese. And they said, please do not use the atomic energy. Weak, high level
they say Fukushima. I was in this side event, and they said Japanese is the very highest technological civilization. Everybody agree with that. But we can't do anything with these atomic troubles. And please thinking maybe you can go to that and use other type of energy. This is important what I want to say. No, this is the same story and about Fukushima, who was unfortunately dying this, but very important discourse, other one, first I said about women's, other one, this is about the indigenous peoples, how the different cultures can exist now, because problem of globalization, and what happened if they are not exist. And there you can see there's some indigenous people who said, please keep our culture too, because it's important. And other one, first people, indigenous people, women, indigenous people use an ethnic group. They said, please, we should understand our way in sustainable development. And I think we, like a philosopher, can give them this understanding maybe. And this is for food protection, and you can see it's some action who described as inequality in the society. Все. Коллеги, я просто повторю, давайте картинки покажем, буквально два слова скажу, что значит, было очень много акций, которые происходили там на форуме. Почему я положил их в нашу презентацию? Потому что через это мы с вами можем видеть ключевые болевые точки, которые в мире проходят. Смотрите, здесь проходят манифестации, забастовки. То есть люди через свою жизнь хотят показать, то есть они своей активностью показывают. Да, для нас это больно. И мы видим, точно так же в Рио происходило множество специфических акций, которые показывали, где есть эти проблемы разрыва. Это акции, связанные с женщинами, да, то есть когда женщины говорили, дайте нам возможность участвовать в принятии экологически значимых решений. Услышьте наш голос. Дайте нам, возможно, это была отдельная большая группа, что равенство. Другое уравнение, это было связано с местными населениями, как мы говорим, коренными народами и вопросами сохранения культуры. То есть как противостоять глобализации. Все понимают этот процесс, надо что-то с этим делать. Мне кажется, что философы могут дать здесь и дополнительное осмысление. И самое сложное было, наверное, это акции, связанные с Фукусимой. Вот я говорил, что значит, японцы говорят, мы развитая цивилизация. У нас одна из самых технологических развитых цивилизаций, но мы ничего не можем делать с атомной энергетикой, потому что когда пришла беда, оказалось, что никакая наша технология с этим не справляется. И общество просто разрушается, да? То есть жизнь подвергается риску. Может быть, стоит задуматься о других путях развития. А думать о других путях развития – это наше с вами благое дело. Спасибо большое. Θέλω να καταθέσω κάτι που μεταφράζεται δύο λέξεις παρακαλώ. Της εκφοράς του είναι από τις σπάνιες φορές που αντιμετωπίζω τέτοιο χήμαρο, χωρίς βοήθημα, όχι μνημόνιο για την εποχή μας, μνημοσύνης. Τον συγχαίρω, εύχομαι και προβλέπω τεράστια μεθοδική καριέρα. Γι' αυτό το λέω. Congratulations. Thank you. Thank you very much. Okay. Mr. Kateris was trying to extend a most welcome congratulations to you for doubling in both languages, first of all Russian and Greek, and English, on a very wide-ranging matter and subject, covering such as climate change, the sustainable development, the human impact on various natural resources, things like that, and on a global level. And without really any kind of breakdowns, any kind of stoppages, any kind of hindrances at all. And it's the first time he said he encountered such a fast flow of ideas and totally very unhindered concepts on such a level, which is quite familiar to him because he also teaches at that level. So he appreciates it, he congratulates you very warmly, and doing that he hopes he does it on behalf of all of us. So, and actually I'd like to just draw up the rear by saying thank you very much for bringing us up to date on such an important matter.
You really did very well in both languages. Don't have to worry about your English. It's much good indeed. So I really have to thank all Mr. Dr. Vladimir for updating us on the latest conference, World Conference on Sustainable Development that took place at Rio, named Rio Plus 20. I'll give you a short account in Greek, obviously short, because you don't have the time. And thank you very much again for allowing us the privilege of your views in the day. Thank you very much, but maybe if you will have, thank you very much for your understanding, and I really appreciate it too. And this is important for me that I can talk with this highest thinking society, and thank you very much. But maybe you have the question, but maybe we can talk together, or how that?